Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем спешат сказать вам родные души? Какую важную информацию именно сейчас, в момент, когда вы нашли это видео, они хотят вам передать. Загадайте на себя, и пусть вам важное откроется, и пусть нужное станет вам известно. Ух, какая тут победа показана. Конечно, ситуация тяжелая, но победа будет за вами. Видите, буковки Т, 2 штучки. Победа будет за вами. У вас сейчас какая-то борьба в разгаре, да, вы с кем-то боретесь, либо с чем-то боретесь. Кто-то борется с человеком, да, в любви, конкуренция на работе, соперничество за должность, за место, за бизнес, в чьих-то глазах соперничество. У кого-то проблема, да, которую прям нужно решить, и с ней нужно бороться с системой, с какими-то упоротыми людьми. И сил вам не хватает. Вам кажется, что вам не хватает сил, кажется, что вот вы проиграли, либо кажется, что все уже закончилось и как против вас обернулось, да? А на самом деле в вашем будущем у вас какая-то прям двойная победа, потому что 2 буквы Т. И они у вас за спиной. Вы не видите этого, да, потому что не смотрите за спину, вы смотрите вперед на свою проблему, либо на своего соперника, соперницу. Духи рода говорят, что ты очень сильный человек. И силы воли, да, не занимать. Помимо силы воли вы все делаете правильно, вас ведет ваша интуиция. Вы поэтапно, постепенно выстраиваете действительно серьезную систему и обороны, и нападения. Вы молодец, вы тактик, вы стратег. Вы, пожалуйста, не отчаивайтесь, победа точно будет за вами. А тот, кто с вами конкурирует, либо борется, либо вам противостоит, просто сломается. Вот здесь сломанный человек. Человек сломается сразу в нескольких местах. Вот, как знаете, не пополам, но вот в 3-4 части точно сломается. Победа будет за вами. Что вам делать сейчас? Не пороть горячку, не нервничать, ничего не бросать, не лезть на рожон, а просто методично, шаг за шагом делать то, что вы уже делаете. И не отступать. Вот отступать вообще нельзя. Двойная победа идет. Двойной выигрыш, да, двойной куш. Духи рода говорят, что ты на правильном пути, и хоть победа тебе не видна, да, в тумане прячется за спиной, но ты точно победишь. Преграда рухнет, соперник, соперница сломается. Все получишь, все будет твоим. И ждать уже недолго. Вот прям совсем недолго. А сколько ждать? Тут не показано. Единственное, что вот этот знак, видите, тут месяц молодой. И ключ. Скорее всего, вот следующий месяц у вас какой-то прям божественный месяц возможностей, месяц каких-то невероятных событий, разворота, поворота. Да? Вы выходите из какого-то стационарного состояния и начинаете раскручиваться, набирать обороты. Вообще у вас в жизни очень многое закрутится. Там еще буква А прорисована. Ой, прям душа не нарадуется. Вот смотрю, и душа не нарадуется, да, тому, что я вижу, и тому, что я ощущаю. Да, надо немножко подождать. До следующего месяца осталось совсем чуть-чуть. Кто смотрит мою отсыпочку сейчас, в конце августа. Но вот идут победы, идут ключи, идут возможности, идет полный разворот. И вот начинаете подниматься все выше и выше, все выше и выше. И вас уже не остановить. А вот тут по поводу борьбы, почему так тяжело? Да потому что с вами борются не по правилам. Это нечестная борьба, это нечестная конкуренция. Это прям, знаете, подставляют, унижают, обижают, ямы копают, наговаривают, клевета, мошенничество. Какой-то, знаете, еще этот
как блеф мне еще идет, да, вот блефует. У человека там все может быть максимально плохо, а человек вам в лицо смотрит, улыбается, говорит, а у меня все хорошо, да, а у меня прям все улучшилось, а на самом деле там все уже рушится, в песок превращается, в пепел, да, в прах идет. А человек держит, как красивое лицо, да, держит это лицо, как этот покер-фейс, да, вот именно так себя ведет. Люди, которые вам что-то там запрещают, куда-то вас не пропускают, что-то от вас вымогают, они боятся, что их вот-вот и накроют, да, разоблачат, но при этом они ведут себя максимально нагло, фривольно, и еще и, знаете, там пытаются самоутверждаться, хотя у самих уже поджилки трясутся, уже жареным запахло, да, уже дым пошел, скоро и огонь появится. Вот, победа точно будет за вами, так что продолжайте, мои хорошие, есть за что бороться, и вы точно победите. Духи рода это знают, они видят ваше будущее. Конечно, они видят ваше прошлое и настоящее, знают, как вам тяжело пришлось, видят всю эту нечестность, да, всю эту несправедливость, но победа все равно будет за вами. Вот как ни крути, так вот положено, так оно и будет. Других вариантов исхода этой ситуации, этой борьбы не предусмотрено. Ни для вас, победителя, победительницы, ни для того конкурента, соперника, либо каких-то там людей, да, которые с вами борются, они сломаются. Вот прям затрещит земля под ногами, появятся такие вот прям рытвины, да, дырки, пропасть, да, откроется, бездна откроется. И еще сломанные мне идут, сломанные люди. Ломаются не в 2 местах, а в 3, 4, в 5 местах. Знаете, вот как эти не гармошка, ну да, гармошка в принципе, да. Она же растягивается и назад соединяется. Заломы, сплошные заломы идут. Дальше. Духи рода кого-то вот из девочек предупреждают о том, что мужчина скоро появится. Мужчина, который тебе очень хорошо подходит. Мужчина, который может исполнить все твои мечты и будет полностью соответствовать твоим вот как пожеланиям, настроениям, характеру, планам на будущее. Да? Но единственное, что мужчина... Нет, он, конечно, будет ухаживать, он, конечно, будет добиваться, но ты можешь его обидеть. Да, обидеть, потому что тебя мужчины обижали в прошлом, и у тебя претензии к мужчинам, да, у тебя настрой такой, да, вот с мужчинами бороться. Память, да, память нельзя стереть, а в твоей памяти очень много негативных событий, связанных с мужчинами, с обманом в любви, с абьюзом, с очень плохими вещами, делами, да, которые ты претерпела именно от мужчин. Но то были плохие мужчины, то были бесовские мужчины. А этого мужчину к вам ведут высшие силы, духи рода ведут к вам этого мужчину. Вы мечтали о нем, вы же думали об этом, вы просили, вы говорили, вот, ну пусть придет нормальный, адекватный, да, пусть не такой, как все, пусть любить меня будет, и чтобы я с ним счастлива была, да. Вот вы просили, мужчина идет. Он какой-то прям, знаете, одухотворенный, что ли. В нем вера сильна в этом мужчине. Такой человек точно обижать не будет. Ему и в голову не придет, чтобы обижать. Наоборот, он будет вас защищать, он будет вам помогать, он будет всячески улучшать вашу жизнь, делать все, чтобы вы не плакали, но смеялись, да, улыбались, чтобы вам было очень приятно. А вот вы можете его обидеть, несправедливо можете обидеть. Да, вы можете ему не поверить, вы можете от него закрыться, вы можете его очень грубо послать, да, даже как-то высмеять, да, за его романтику. Вот нельзя обижать. Тот, кто будет помогать, тот, кто будет тебя добиваться, не обижай его. Вот именно так говорят. И дай возможность, дай ему время себя проявить. Понятно, что он подойдет знакомиться, начнет с вами общаться. Вы не поверите первому встречному. Это нереально, это ненормально даже поверить первому встречному, незнакомому мужчине. Но дай ему время не словами, но действиями, да, подкрепить свои намерения, подкрепить то, на что он способен ради тебя. Вот. А он будет делать, он действительно будет делать. И он готов ждать столько, сколько надо, да, сколько угодно. Но обижать его не надо. Не надо обижать, потому что он может и не обидеться, да, но он это воспримет, как вот он вам противен. Его присутствие в вашей жизни абсолютно нежелательно.
что вы его прям ненавидите за что-то, да, что он вот настолько отвратительный, что вот оскорбляет вас своим присутствием, да. Ну, скорее всего, вы этого желать не будете, вы просто будете пытаться, ну, избавиться от навязчивого поклонника. Но мужчина очень хороший, он сам к вам подойдет и, ну, будет вести себя не так, как другие. Вот действительно, там, с первого слова, с первого жеста он ведет себя не так, как другие. Но почему-то вы его можете обидеть. Обижать его нельзя. Это вообще будет считаться грехом. Да, потому что у него сильная вера, он очень хороший, теплый человек, добрый человек. Вот, а если его обидеть, ну, за просто так, да, это вот как грех даже может быть, как грех на душу возьмете. Поэтому, ну, не нравится, так и скажите. Вы извините, но вы мне не нравитесь, да. Ну, как бы это нормально, это не так сильно обидно и не настолько, ну, греховно будет, да, оскорбительно. Ну, вот идет к вам мужчина. Так, еще про бывшего, про чего-то показывают. Бывшую, возможно, да, мужчины смотрят меня. Я скажу так, у человека отчаянное положение в жизни сложилось, и человек, ну, решил себя спасти за ваш счет. То есть человек может прийти, упасть на колени, поклясться в чем угодно, пообещать что угодно, вот лишь бы хорошо пристроиться рядом с вами. И даже, возможно, человек очень удачно будет, хорошо, талантливо играть свою роль, но будут моменты, аспекты, которые будут выдавать этого человека. Ну, понятно, если у человека проблемы, там, долги, кредиты, преследования, там, какие-то, да, ну, как-то сильно не скроешь, да, все равно вы узнаете. И еще не путайте жалость с любовью. Вот, вас просят об этом. Пожалеть можно кого угодно, да, вообще у пчелки жалко. А любовь — это другое. Это другое. На жалости нельзя построить отношения. Я не вижу здесь любви ни к вам, ни вашей. Вот ее не показали. Есть память, есть привычка, есть жалость, как я уже сказала, да, но это не любовь, счастья не будет. Да, у кого-то прям прямая отсылка, что новый появится и старый появится. И старого вроде ты уже знаешь, что ты понимаешь, чего от него ждать. И, ну, как бы что-то было же между вами, да, какая-то память же сохранилась, и в сердце память тоже живет. И ты можешь этого хорошего послать, грубо, да, обидеть, а этого паразита старого принять, да, который потом тебя обидит. Вот об этом хотят предупредить. Мужчины то же самое, то же самое. Лишний раз подумайте, лишний раз себя спросите, а действительно ли это любовь, а действительно ли я люблю этого человека, да? А должна ли я принимать этого человека обратно? Что двигает этим человеком, да? По какой истинной причине этот человек опять там, через несколько месяцев либо лет появился? А что раньше было? Почему раньше не появлялся, да? Чем занимался, на кого отвлекался, кем утешался. Понимаете, надо быть немножечко тут с собой честными, да, честными с собой. Задавайте вопросы сами себе, своему разуму, подсознанию, сердцу, да, перекрестные вопросы задавайте. Моделируйте некие ситуации, которые уже были в прошлом и которые, конечно же, могут возникнуть в будущем. Да, вот здесь четко показано: дай шанс будущему, новому, да, но не давай шанс прошлому. Прошлое уже, как бы, даже если и вернуть, то ну, ничего хорошего. Такой же исход будет, да, ситуация повторится, сценарий как запустится, да. Это не будет новый сценарий, это будет прежний сценарий, возможно, даже хуже, чем предыдущий. Возможно, да, трагичнее, да, драматичнее будет. Вот оно тебе надо. Да. Прошлое уже все ты там знаешь, все уже видела, да. Отпусти, пусть идет человек, с Богом пусть идет. А вот этот новый, не обижайте нового человека, это очень важно. Так, еще про ноги вам говорят, что у вас ноги, в ногах застойники показан. Вы то ли мало ходите, мало двигаетесь, может быть, вы, ну не знаю, варикоз, может быть, у кого-то, может, еще что-то там с суставами, проблемы, может, какая-то другая ситуация. Вам бы ноги проверить. А вообще показано, что вам нужно ходить.
Если будете ходить, не бегать, не быстро ходить, а обычный ритм, обычный темп, то к вам силы будут возвращаться. Вы себя совершенно по-другому будете чувствовать. Какой-то вот застой энергии в ногах идет, и холод почему-то мне идет в ногах. Мерзнут ли у вас ноги? Бывает ли такое, что вот ни с того ни с сего ноги замерзли, да? Жара, лето, а у вас ноги замерзли, а кто-то прям в носках даже может спать. Либо, ну вот если варикоз, то понятно, вы знаете свою проблему, ноги болят, крутят. Ну, застой, да, застой крови, застой лимфы, может, отечность у вас, да, ходить надо. Ходить. Либо, в принципе, да, чтобы быть здоровыми, надо ходить, потому что энергетика застаивается в ногах и не двигается дальше. То есть та энергия, которую вы берете из Земли, ну, как все люди, да, что-то мы берем из Земли, что-то мы берем из окружения, что-то мы берем с космоса. Вот. А то, что берете из Земли, оно очень ценное, оно полезное, но оно не доходит до короны чакры. Вот не доходит до... Холод почему-то еще идет, мне холод. Я не доктор, я не биоэнергет, я не могу объяснить, что это значит, но раз надо сказать вам, что нужно ходить и нужно заниматься ногами, я вам об этом говорю. Вот четко показано: ходить, проверять ноги, но желательно, конечно, больше двигаться ногами. Не бегать, а именно ходить, потому что бег, он не всем, кстати, показан, да. Люди с лишним весом вообще категорически бегать нельзя, потому что сразу суставы летят. И также посмотрите на профессиональных спортсменов, бегунов. У них у всех же проблемы с чашечками, с суставами. Да. Люди испортили себе здоровье, скажем так. Да. Ну, надо ходить, вам точно нужно ходить. Так, с правой стороны. Здесь показывают некого человека с интересной идеей и с очень интересным предложением. И этот человек, он кому-то будет говорить и кому-то будет предлагать, а вы как будто бы рядышком будете находиться, либо там по соседству сидеть, но вы услышите эту информацию. И вот я вижу, что другому человеку предлагают, а человек вроде как не понимает, о чем речь идет, либо он не хочет, он не заинтересован. А вы вот возьмите наглости, наберитесь и влезьте в разговор и скажите: раз человек не хочет, давайте я, возьмите меня, либо я готова принять это предложение. Я понимаю, что многим из вас это прям совсем категорически не свойственно, да, вы будете стесняться, вам будет неудобно, но это такая редкая возможность показана, которая может так сильно повлиять на ваше будущее, как ничто другое не повлияет, да, вот. Предложение случайно услышанное, либо подслушанное, да, и рядом сидите, слышите, как люди разговаривают, считайте, что подслушиваете, да, то есть это не что-то прям сильно крамольное, поэтому лучше себя предложить, не постесняться, набраться смелости, подойти и сказать: раз человек не хочет, возьмите меня, либо я согласен, я согласна. Поверьте, это самый лучший золотой билетик в ваше будущее. Что за предложение, не показано. Но то, что нужно вам, конкретно вам, кто смотрит эту отсылку, проявить инициативу, это 100%. Вот хоть что-то сделать для себя, да? Хоть что-то сделать. Вот, пожалуйста. Не знаю, может, что-то для храбрости вам нужно, а может, вам нужно просто себя настроить на этот момент. Но вам нужно это сделать. И если сделаете, никогда не пожалеете. Наоборот, сами себя будете постоянно поздравлять, хвалить, сами себе будете радоваться. Тут надо решиться. Решитесь, пожалуйста, не решитесь. Мимо пройдет, да. В будущем, возможно, что-то другое будет. Так, еще вам говорят о неких переменах, которые буквально не за горами, да. Они не за горами, но не так близко, как хотелось бы. Тут, скорее всего, речь о ваших желаниях, либо о ваших каких-то намерениях и планах. Не за горами, но не так близко, как хотелось бы. На то есть ряд причин, которые здесь не показаны. Они, как, знаете, камушки, которые на вашем пути. И вот четко идет картинка, что вы идете, и эти камушки перед ногами отпрыгивают. Да? Время
шаг сделали, время пришло, камень раз и отпрыгнул. В следующий момент. Вас не останавливают, но вас как будто бы настраивают и подготавливают. Все требует времени. Да? Настройка, подготовка — это все требует времени. Не бойтесь, что вас кто-то опередит. У вас не будет конкурентов, либо никто не сможет воспользоваться вашим. Не бойтесь, что вы куда-то не успеете. Наоборот, бойтесь, что вы раньше времени придете. Да? Потому что если раньше времени прийти, то дверь будет закрыта. Просто наглухо закрыта. А если прийти вовремя, тогда и открыто все будет, и все успеете, и все сделаете. Вот. Не за горами, но не так близко, как мечтаете, либо как хотите. Вот. Это во благо вам. Во благо вам. Сейчас, конечно, это кажется несправедливым и обидным, да, противным. Вы думаете, да как так, да что такое? Но потом, когда все случится, вы будете очень сильно довольны. Прям очень сильно. Возможно, не все от вас зависит, понимаете? Возможно, там и внешние факторы должны сыграть свою роль. А оно же не подчиняется вам, вашим желаниям. Да? Внешние обстоятельства не подчиняются. Поэтому все будет происходить по мере роста возможностей. Да? Вот как-то так мне идет. Еще, мои хорошие, кому показано, не знаю, какое-то лечение, либо даже операция, а вы боитесь, например, либо у вас нет средств. Но, опять же, не во всех странах медицина доступна, скажем так, да. Но я так скажу, что то, что положено, то и будет сделано. Если вы переживаете за деньги, вам семья поможет. Кто семья? Ваша семья, некая абстрактная семья, либо семья вашего партнера, не знаю, но показано, что семья поможет. А если вы, например, боитесь, что вдруг там что-то не так пойдет, вы знаете, высшие силы этого не допустят. Вы слишком ценный человек, вы нужны этому миру, поэтому высшие силы не допустят, чтобы что-то пошло не так. Вот, за это тоже не переживайте. Лечение либо операция состоятся, может быть, не совсем в тот срок, который вам сейчас ставят, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, но очень благоприятно это все выглядит для вас. Это как единственный способ, да, исцелить себя либо исправить текущее положение. Вот. Семья поможет, либо вам не нужно бояться, у вас будет очень хороший специалист, хорошее сопровождение, и операция будет проводиться в очень благоприятное время. Вот прям даже само пространство будет вам помогать. Дальше. Здесь вот показывают ссоры в семье, в доме. Причем эти ссоры, они не из-за вас, а скорее как вас провоцируют. Да, поведение ваших близких, оно такое провокационное, что вы просто уже не можете терпеть. Вы хоть и говорите себе, что это же моя семья, это мои близкие, там надо понимать, идти навстречу, там, закрывать глаза. Но когда заходит за дело, да, вы понимаете, что вы не можете это стерпеть. И понимаете, что я не могу молчать. Да? Я вам сейчас скажу такую вещь. Ваши родственники, либо те, кто провоцирует, да, родственники, да, близкие люди, они жертвы магии. Некто, кто не может подобраться к вам, потому что у вас достаточно мощная и сильная защита, и у вас энергетика просто выжигает этот чужой негатив, действует через ваших родных. Через ваших родных, потому что они не обладают вашей силой, либо еще не накопили столько много силы, как у вас. Допустим, если это дети. И человек то ли внушением, то ли... ладно, не хочу такое говорить, чтобы вы не переживали, может, на вещи, на какие-то там, на фотографии, да. Буквально заставляют тех, кто любит вас, и тех, кого любите вы, да, вести себя вот так вот нехорошо. Здесь вот идет какое-то влияние. Влияние очень сильное. И через ваших близких, да, до вас пытаются добраться.
пытаются вас ослабить. А как вас ослабить? Когда вы нервничаете, когда вы в стрессе, когда вы в слезах, в переживаниях, когда у вас дома разгром происходит, да, тогда вы становитесь слабее. Ну, либо, по крайней мере, тот, кто хочет вас достать, он на это очень сильно надеется, да, ослабить именно таким путем. Что нужно предпринять? Во-первых, обязательно провести чистку дома, где вы живете. Во-вторых, молитесь за своих близких. Хотя бы раз в день читайте молитву защитную и поминайте в этой молитве своих близких людей. Поверьте, ваша молитва сильнее, чем любая магия. У вас сила в голосе, ну, сила сердца, да, через голос проходит. Вот, ну, возможно, там пару дней почитайте, да, ну, обычно как читают, 12 дней, да, и вы увидите результаты. И ссоры пропадут, и люди как шелковые станут, и вообще какая-то некая идиллия, да, в вашей семье, в вашем доме настанет. Да, до вас пытаются добраться через ваших близких. Кто пытается добраться? Ну, тут человек себя, конечно, закрывает, но вы с этим человеком знакомы. Тут тройка показана. Тройка. И еще могу про этого человека сказать, что человек перед вами всегда лебезит. Да? Вот прям подлизывает, уже аж противно становится, там улыбается. И этот человек испытывает к вам жуткую ненависть, потому что вы успешнее, потому что вы сильнее, потому что, ну, этот человек не вы, скажем так, ненавидит вас за то, что у нее нет такого, как есть у вас. При этом не показывает свою эту ненависть, наоборот, типа строит из себя там настоящего друга, подругу, родственника, родственницу, играет свою роль, причем играет достаточно профессионально. Вот, у человека есть доступ к вам, к вашему дому, к вашим близким, поэтому вот такое происходит. И я так понимаю, что человек и раньше пытался вам вредить, но все эти попытки, они об граниты вашей защиты разбивались. Человек решил уже на крайняк действовать через ваших родственников, да, достать вас через ваших родственников, ну, чтобы вы там не были настолько успешны, ну, не жили так хорошо, да, ну, хоть чем-нибудь, но навредить, да. Человек сознательно идет на этот грех, ну, ненависть толкает, либо полностью закрывает, блокирует мозг, поэтому человек это и делает. Ну, это ужасные вещи на самом деле, да, я говорила, ненависть, она ведь из зависти, а зависть — это самое худшее, что может случиться с человеком, даже самых хороших зависть может разрушить, причем в очень коротком времени. Так, дальше. Здесь вот для кого-то информация по поводу брака. Показывают, что брак в браке, вернее так, да, в браке мужчина на рыбе, женщина на грибе. Рыба — это у нас деньги, гриб, кстати, тоже деньги. То есть разные деньги, что ли. Мужчина свои деньги зарабатывает, а женщина свои деньги зарабатывает. А может, как раз-таки вы друг другу будете помогать зарабатывать. Кстати, рыба, она же ведь не только про деньги, она еще и про любовь очень часто. Возможно, в семье, в этом браке, либо в будущем браке мужчина будет любить больше. Либо больше будет отдавать чувства, эмоций в семью, в дом, либо больше стараться будет, а женщина будет свои бенефиты получать, да, в виде этого гриба. Если вы собрались замуж выходить, либо кто-то из ваших близких будет выходить замуж, ну, это очень удачный брак, особенно для женщины. Ну и для мужчины очень счастливый брак, потому что мужчина по-настоящему будет любить. И, конечно, он будет счастлив с любимой женщиной. Вот, это же самое главное, да, для влюбленного человека. И даже вот смотрите, стрелка указывает именно на женщину, не на мужчину. Мужчина будет счастлив, да, а выиграет женщина. Ну, это, конечно, некрасиво звучит, но, возможно, у вас есть вопросики, да, стоит ли выходить замуж, будет ли счастливый брак, там, может, вы дочку замуж выдаете, либо сына жените, ну, то есть вам это нужно знать. Нужно знать, и, кстати, брак по судьбе идет, он прям по центру, по линии судьбы идет. Вот, так что неплохо, все очень даже и неплохо на самом-то деле. Так, еще.
Здесь вот люди новые показаны. Их прям, знаете, как толпа какая-то идет, а из толпы только лишь двое останутся. Либо из толпы знакомых, новых знакомых, поддерживать отношения будете всего лишь с двумя. Да, общение, отношения, либо сблизитесь. Но здесь конкретно один человек у вас для души, другой для дела. То есть, скорее всего, один как друг, да, сдружитесь с этим человеком, а для дела, возможно, вы будете компаньонами, напарниками, либо человек вам будет там работу подкидывать, либо наоборот, вот как-то вот дело вас соединяет. Дело. Два человека. И еще здесь показана птица, которая крылья готовит для того, чтобы взлететь. Птица на орла похожа. Это что-то связано с государственными организациями, инстанциями, учреждениями, с правилами, с правами, с законами. Крылья готовят для того, чтобы лететь. Что-то может произойти важное в законах. Да, законы могут меняться, новые утверждаться, старые отменяться. И также, если у вас есть какие-то моменты, да, вы взаимодействуете с госструктурами, со всякими организациями, то получите ответ. И ответ будет максимально неожиданный, да, потому что птица будет лететь с левой стороны. То есть вы, возможно, там для себя уже там что-то предполагаете, что там пошлют, откажут, либо там чуть-чуть дадут, помогут. Но на самом деле нет. Птица крупная, лететь будет слева, и ответ этот вас поразит. И если у вас проблемы с документами в целом, у вас там нет документов, либо документы скоро закончатся, то, возможно, будет принят новый закон, либо какие-то новые будут введены правила, по которым вы достаточно легко сможете получить документы, либо, воспользовавшись, да, чьей-то помощью, легко сможете получить документы. То есть еще такой момент. Так, а вот тут у нас месяц, как я уже говорила, ключ и цифра 9. Цифра 9. Кстати, все сходится, да, 9 месяц это сентябрь, отсыпку я делаю в августе. Так что, мои хорошие, считайте, что это начало вашей новой жизни, время удивительных событий и время немножко какой-то вот нестабильной ситуации. Да, потому что вы готовитесь к одному, а происходит совершенно другое. Вы надеетесь на одно, а оно прям как бы совсем не туда. И еще могут быть моменты, когда вам будет казаться, что все против вас, а на самом деле все делается во благо вас. Это вы уже потом, наверное, в октябре либо в ноябре поймете. Если будете смотреть мою отсыпку позже, то 9 для вас скорее будет как число, 9 число там, месяца, да, следующего месяца. И также 9 может говорить о том, что в новом месяце придут некие новые знания, которые для вас были закрыты целиком и полностью, да, полностью скрыты, вообще об этом не знали, не предполагали, даже в ту сторону не смотрели. Смотрите, все, что происходит, происходит на благо вам. Это на вашей правой стороне. Это хорошие знаки. Следующий месяц очень необычный для вас. В вашей жизни будет много перемен, много неожиданных событий, много противоречивых событий. Но по итогу все складывается максимально на благо вам. И через время вы в этом точно убедитесь. Так что не спешите расстраиваться, если что-то не так, на ваш взгляд. Просто подождите и потом все поймете. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.